И там говорится о том, что Кандыкей, подготовив, когда уже доходит до того, что надо официально как бы открыть, монас должен выйти и поздороваться, встретиться, все гостей принять, и тогда Кандыкей каждому, и монас кавашку, қаланарларына қалпақ беріп. И Кандыкей апа говорит, қалпақ езелден бері бұл қырғыз елінің жөнеле баш киім емес, бұл ұлттық белгісі дейді. Ұлттық белгі. Это, как это по-русски? Национальный признак. Это символика, скажите. Не знак, а это символика. Это символика. И она объясняет, қалпақтың мучу, вот видите, это ақ мөңгілі, езелі мөңгісі кетпеген теңір тоғының елесі. Это біздің мекеніміз. Қалпақтың қыры, ошол мөңгісі кетпеген тоғыны етектеп мекендеген ел, қырғыз елі. Әрбір қырғыз елі үшін, қырғыз адам үшін, жігіт үшін, жігіт, это же мужской болды. Әрбір қырғыз жігіт үшін өзінің жеке керт башынан елі, анан мекені ғана биік тұрады. Ошон үчүн қырғыз баласы ақ қалпақты йылдый койбойт, езели ешкімге белеке бермейді. Белеке берсең, сен еліңді, мекеніңді ошо белеке бермейді. Сейчас же поголовно играется. Кому не Вот заметьте, вот как мы относимся, так и в жизни это все. А в Манасе так сказано. Это не просто головной боль. Заметьте, кыргыздар тарту белеке баш кийим берчи, эмне берчи? Девятей? По материальным, по оценке материальной, по материальной оценке, да, по денежной, даже, оно дороже, намного дороже, чем колпак. Колпак это просто воздух. Но колпак ценен не материалом, а символикой. А ТВТ это обычный головной убор зимний, который там сулсар, там, я не знаю, там из чего, из соболя сделан или там из самого там драгоценного, неважно. Это как подарок дарили, давали. А кыргыз üçün колпак-то или сами для себя матери готовили для детей, или когда кто-то выходил, представляя свой народ или свой род, тогда одевали колпак. То есть это знаковое событие, да? Вот тогда официально одевали. Или когда джигит удостоился какой-то чести, он отважился, не знаю, сделал, совершил подвиг или что-то, тогда в честь, вот именно чтобы так его отблагодарить, тогда колпак. Как символ, да, как то, что ты достоин того, что всем кыргыздану. Вот, это твоя заслуга. Ты достоин носить колпак. Это почет, уважение. Понимаете? И даже колпактың кыюсы да код, знаете, вот эти вот четинде, у нас это все, это философия читается, они цвета разные бывают, красный, зеленый, синий, белый, коричневый, черный. Знаете, это тоже все читается, это все неспроста, не так, что вот, а давай зеленым сделаем, а давай красным. Нет, это все по возрасту. Когда мальчик родился, когда он только өспірім болғанда, ему какой зеленый, потому что джашил это джаш молодой, он растет, растительность, зеленого цвета. Когда он доходит до возраста такого уже бозулан болқалып, когда он уже, ну уже окреп, когда он считался уже, да, болды, уже жигит емес, но когда юноша, когда он уже в принципе был готов к тому, чтобы получить воинское, скажем, там, обучение и так далее, ему одевали уже какой? Нет. Красный. Нет. Красный это бышхан, жетилген, то есть он готов уже, созрел. Он может уже быть мужчиной, да? Но еще джигит. Потом, когда мужчина женится, уже обрел свою семью, тогда он какой колпак носит? Черный. Черный. Бело-черный. Бело-черный это значит жашоонун ак карасын жакшы жаманын таанады. Понимаете? Жашоонун маңызын түшүндү. А жизнь это ак кара, өйдө төмөн, ысык, суук и так далее. Это все. Аял эркек это жуптукта. Жаманында жакшысы да бар жашоодо. Ошонун баарын таанып түшүнүп, жашоонун маңызын түшүндү, дүлөө бүткөндө он уже самостоятельную жизнь. Полную ответственность на себя. Значит, жашоонун ак карасын билет тааныйт, ошонун жүгүн көтөрүп. Ак кара. Понимаете? Это только кыю, потому что кыю это эмблема народа, то есть самого человека. В каком случае синий будет? Нет? У кыргызов есть такое выражение. Понимаете, это просто тоже к месту, да? Колпак, я ваше время отнимаю. Потому что уже давно за 9 сошло. Просто нам надо завершить, раз уж о Манасе говорим. И это еще не о Манасе, это мы только об одном элементе, то, что привязка к истории. Да? Смотрите, в Кыргызда есть такое выражение. Агарып гөгөр. Знаете? В каком случае?
развивайся, расти. Бата бергенде. Агардым, гөгөрдүм деп айтат го, когда благополучно все, вот у меня рассвет, все. Или вот и в некоторых случаях говорят, ах ты көктү тааныбай калыптыр. Это что такое? В принципе, да. Только какой нюх, да? Вы смотрите, я недавно специально искал тоже в наших источниках, да, кто-то пишет, что ах ты гөктү тааныбай калыптыр, это который человек там лишился разума. Нет. Ах ты гөктү или жаман жакшыны тааныбай калыптыр. Нет, не в этом плане. Ак это основа, да, начало, ак башат и так далее, ак кудай, да, это все, да. А гук это, вот смотрите, ак кара это хорошее, плохое, добро и зло, да, это основа жизни, да. А гук это гугурю, это процветать, то есть, чтобы белое преобладало над черным, чтобы в жизни у тебя было больше лучшего, хорошего, чем плохого, негативного. В этом случае Харазар это гугурю, гугурю, понимаете, процветать. То есть агар гугурю это значит, когда у тебя все ладно, когда у тебя все хорошо, все ровно, все правильно, и ты в прогрессе. Значит, синий кыю одевают только те, которые в жизни добились такого великого успеха, которые достойны были того, чтобы быть примером остальным. Короче, он довел выше. То есть это отвага. И синий цвет это цвет благородства, доблести. Это целомудрие и так далее. Это да, следующая тема о цветах тоже поговорим. То есть синий это в том случае. И самый последний это белый. В каком случае? Кому одевали ахкалпак? А? Нет, не просто ахкалпак, не просто ахкалпак. Молодым. Правителям. Билерги. Билерги. Знаете почему? Потому что ахпол. Каю это же Азали, да? Ахпол в каком случае? Вот биліктен адам сөз